Один чих даже на расстоянии 10 метров и все, грипп неизбежен. Сезонное нашествие ОРВИ и прочих простудных заболеваний для россиян дело не только привычное, но и весьма опасное, которое может привести к летальному исходу. По статистическим данным, этот вирус унес больше жизней, чем все войны, которые были за последние 100 с лишним лет. Это инфекционное заболевание, которое имеет вирусную этиологию. Также грипп может дать тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода. В основном признаки гриппа – это повышение температуры тела, чихание, заложенность носа, кашель. В последующем уже состояние, если неправильно ведется тактика лечения, может осложниться вплоть до пневмонии, бронхитов. 8 миллионов человек заболевают гриппом в России ежегодно. Более 7 тысяч заболевших, и это за неполный месяц зафиксировано в Кургане. В Екатеринбурге из-за неблагополучной ситуации с распространением вируса не работают не только школы, но и детские сады. На вынужденных каникулах ученики Биробиджана. Там эпидемический порог превышен на 130%. На дистанционное обучение переведены школьники в Ханты-Мансийске и Перми. В общей сложности превышение порога заболеваемости отмечено в 23 регионах, в том числе и у наших соседей. В Ингушетии же ситуация куда лучше. В республике зафиксированы только вспышки ОРВИ. У нас даже у соседей, у Осетии закрываются детские сады и школы. Но у нас пока в этом отношении все спокойно. У нас нету таких случаев, чтобы мы закрыли школы, детские сады. Пока все. Конечно, есть заболеваемость, есть, конечно, вот, и случаи ОРВИ есть, но гриппа у нас нету. Как такового диагноза гриппа у нас нет в республике, только ОРВИ. Сезон гриппа новый, а вот вирусы старые и, можно сказать, хорошо знакомые. В регионах, где на прошлой неделе врачи отметили начало эпидемии, главным виновником высокой температуры, кашля и насморка стал тот самый вирус. Всего 77 заболевших на каждые 10 тысяч человек. О гриппе накануне говорили на высоком уровне. Новая вакцина от вируса может появиться в России уже к концу этого года. Об этом на совещании у президента рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По прогнозам ожидается средняя интенсивность эпидемии. В этом году мы использовали наши высокотехнологичные отечественные 3 вакцины. Они содержат все актуальные штаммы, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Поэтому в целом население готово к этой эпидемии. Это был последний выпуск вакцины, которая защищает от 3 штаммов гриппа. Как сообщила министр здравоохранения России, уже следующее поколение отечественных вакцин будет защищать сразу от 4 типов вируса. Производить ее начнут через несколько месяцев. Желательно избегать в ближайшие недели массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты и чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов, которые подносят к лицу. В случае заболевания, конечно, исключать самолечение, обращаться к врачу. Вероника Игоревна, те рекомендации, которые сейчас прозвучали от вас, они должны быть многократно повторены специалистами через средства массовой информации. И нужно, безусловно, интенсивнее поработать сейчас с регионами, соответствующими структурами здравоохранения в регионах, с тем, чтобы тоже на местах велась эта работа. Мы это делаем и будем делать. В Ингушетии более 30 тысяч человек прошли вакцинацию. Это только с сентября прошлого года. Каждая больница и поликлиника получает необходимое количество вакцин, рассчитанное на население. Республиканская поликлиника в этом году закупила более 36 тысяч. Если же раньше большинство жителей региона отказывались от прививок, то в последнее время приоритеты поменялись. У нас период вакцинации сентябрь-октябрь. И захватываем немножко ноябрь. Вот. Вакцинация у нас в республике проведена на 100%. Вакцину нам поставляет федеральный бюджет, Минздрав России за счет федерального бюджета. Прививки мы сделали. И что интересно, надо сказать, что население очень активно сейчас идет на прививки. Почему? Потому что человек, который сделал прививку, он даже если заболевает простудным заболеванием, это проходит в легкой форме. Понимаете? Самое страшное осложнение – это пневмония. Если вот человек заболел гриппом,
или простудным заболеванием, не обращается к врачу, это может быть пневмония. А от пневмонии там возможен и летальный исход. Самое главное не заниматься самолечением, поскольку в эпоху цифровых технологий каждый второй предпочитает разбираться в своем здоровье по интернету, а это при гриппе недопустимо, говорят медики. Именно специалист должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Температура бывает? Температуру мокрый так. Вирус наш что-нибудь принимали? Ничего не принимали. Грипп, как и беда, никогда не приходит один, всегда сопровождается неприятными симптомами, болью в горле, высокой температурой, ознобом и кашлю. Здесь специалисты дают пару простых советов. Значит, первое, если кто-то в доме заболел этим заболеванием, надо, во-первых, его изолировать от других членов семьи. Отдельная посуда, чтобы у него, в отдельной комнате пусть посидит. Там 3-4 дня постельного режима, и все это проходит. Принимать соответствующие лекарства, вызвать на дом врача, который пропишет все, что необходимо человеку. Нужно, чтобы на столе в этот период, зимний период, был чеснок и лук. Обязательно. Надо обязательно побольше жидкости принимать. Это снимает интоксикацию. Опасаться всегда надо, конечно. У нас в прошлые годы, вы же помните, был свиной грипп, был, потом еще разные, они же разновидности разные гриппа. Вот, поэтому мы не знаем, может быть, откуда-то нам завезут с других субъектов, куда-то, если уедут в другие страны люди. Конечно, мы бережемся от этого. Вспышек гриппа в Ингушетии пока нет, а значит, тревогу бить рано. Но это только пока, поскольку риск заболеть гриппом все еще существует. Стоит с особым вниманием отнестись к изменениям состояния здоровья, не ждать, пока заболевание проявится полностью, одеваться теплее и разнообразить свой рацион овощами и фруктами, богатыми витаминами. Зелимхан Калоев, Зураб Гайтов, Новости 24.